Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин, ва аля алики ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие ребята, продолжаем готовиться к конкурсу по суре Аль-Фатиха. И сегодня мы изучаем 7-й, последний аят из этой великой суры, где Аллах Субханаху ва Тааля рассказал нам про тех, которые сбились с прямого пути. Вторая половина суры, мы упоминали об этом, это дуа. Мы делаем дуа нашему Господу. Мы говорим: «Ихдинас сираталь мустаким», веди нас по прямому пути, веди нас по тому пути, о Аллах, который приведет к Твоей награде, который приведет к райским садам, который приведет к Твоему довольству. Дай нам идти по этому пути, помоги нам идти по этому пути, наставь нас, чтобы мы шли по этому пути. И далее Всевышний в последних 2 аятах объясняет нам, рассказывает нам про тех, которые шли по этому пути, кого мы должны взять себе примером. И также Всевышний нам рассказывает про тех, которые сошли с этого пути, которые сбились с этого пути, которые не достигли милости Аллаха Субханаху ва Тааля, которые провели эту жизнь, земную жизнь, мирскую жизнь впустую, потратили ее зря. Мало того, не просто зря, они испортили, оказались в огромном убытке, они не достигли райских садов, напротив, они достигли наказания Аллаха Субханаху ва Тааля, да убережет нас Аллах от этого. Кто же те, которые шли по этому пути? Про это мы говорили на прошлом уроке, Всевышний про них сказал: «Сираталь лазина ан'амта алейхим». Это путем тех, которые Ты одарил благом на них, то есть Ты одарил их благом. И это, конечно, пророки, и это все последователи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И каждый, кто следует за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он следует по этому прямому пути. А далее Всевышний говорит, последний аят: «Гайриль магдуби алейхим валяддаллин». Гайри – это не, то есть не тех, кроме аль-магдуби алейхим. Аль-магдуби – это люди, на которых пал гнев. Я даже не знаю, как сказать на русском. Вот разгневанный – это тот, кто сам, он разгневался, и его гнев падает на кого-то. А вот на этих людей разгневались. То есть они разгневанные по отношению, кто-то на них разгневался. Кто на них разгневался? Это, конечно, Аллах Субханаху ва Тааля. Всевышний на них гневается, алейхим, на них. Кто же эти люди? Кто же эти люди? И не дай Аллах, чтобы мы совершали те же самые поступки, которые совершают эти люди. Те поступки, из-за которых на них падает гнев Аллаха Субханаху ва Тааля. И гнев Аллаха – это не гнев какого-то человека. Гнев Аллаха – это не гнев даже какого-то президента, даже какого-то могущественного человека. Гнев Аллаха, ребята, это гнев Аллаха. Так, как награждает Аллах Субханаху ва Тааля, никто не может наградить. И так, как наказывает Аллах Субханаху ва Тааля, никто не может наказать. Это очень страшно. На кого же разгневался наш Господь? Знаете, это те люди, которые знают религию Аллаха, которые знают то, что надо следовать за посланником Аллаха, которые знают то, что если они будут жить таким образом, это приведет их в рай, а если они отойдут от этих предписаний, это приведет их в огонь. Они знают, но в то же самое время они нарушают запрет Аллаха Субханаху ва Тааля. В то же самое время они не следуют за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в то же самое время они не просто не следуют, они враждуют с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они враждуют с мусульманами. Притом зная то, что мусульмане правы, притом зная то, что мусульмане живут правильно. Например, пример из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он переселился в Медину, когда он совершил хиджра в Медину, переселился, и там были племена арабов, и там были племена Бану Исраиль. 3 племени Бану Исраиль. Что они там делали? Что эти племена потеряли в арабской пустыне, в Медине, среди арабов? В их писаниях
указано, то, что в таком-то месте придет посланник Аллаха, и они живут в этой Медине, которая подходит под описание, которое написано в их Писании, и они ждут то, что сюда придет, здесь выйдет посланник Аллаха, пророк Аллаха. И они даже угрожали арабам, они говорили: вот придет посланник Аллаха, и тогда мы вам покажем. То есть они считали себя праведниками, они считали себя людьми знания, а арабы — это какой-то другой сорт, язычники. И они подумать не могли то, что Аллах Субханаху ва Тааля выберет пророка из арабов. И пришел Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в Медину. И эти люди, которые ждали то, что придет пророк, которые знали о пророке все, они узнавали его. Всевышний даже говорит то, что они знают посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лучше, чем своих сыновей, лучше, чем своих детей. То есть они точно 100% знают, к нам пришел посланник Аллаха. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля отправил, чтобы он научил религии. И что они сделали? Они уверовали в пророка. Они последовали за пророком. Они помогали пророку? Нет. К сожалению, большинство из них нет. Напротив, они враждовали с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах, Субханаху ва Тааля, на них разгневался. И каждый, кто последует их примерам, на них гневается Аллах, Субханаху ва Тааля. Это люди, которые райские сады, вечную жизнь они меняют на короткую мирскую жизнь. Они продают райские сады взамен на какие-то ничтожные мирские блага. И не дай Аллах, чтобы мы были на них похожи. Далее Всевышний говорит: «Валяддалин» и не заблудших. И не заблудших. Кто же такие заблудшие? Первые люди, те, которые под гневом Аллаха, они противятся повелениям Аллаха, зная то, что это Аллах Тааля приказал. Они противятся религии Аллаха, зная то, что это на самом деле религия Аллаха. А вторые люди, они что-то делают, они поклоняются, они стараются, они переносят какие-то тяготы. То есть они стараются ради Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда мы изучали аят «Ияка нахбуду ва ияка настаин», мы говорили про поклонение, да, то, что у него есть сколько условий? 2 условия. Чтобы это поклонение было ради Аллаха, и чтобы это поклонение было так, как научил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вот эти люди, которые заблудились, они совершают какие-то виды поклонения. Но они не следуют за посланником Аллаха. Они совершают то, что Аллах Субханаху ва Тааля не приказывал. Например, они стараются, они делают дуа, но делают дуа кому? Делают дуа каким-то идолам, делают дуа каким-то картинам. Или Аллах Субханаху ва Тааля предписал пост в месяц Рамадан. Они тоже делают какой-то пост, но этот пост не месяц Рамадан, и это пост не таким образом, как научил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они совершают какое-то путешествие, как хадж, но это не тот хадж, который научил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это не то место, это не то время, и это не те обряды, которые научил посланник Аллаха. Они делают, они стараются. Кто-то из них может годами жить в какой-то маленькой келье, питаться только водой и хлебом. Но скажите, это Аллах Субханаху ва Тааля так приказал, чтобы мы жили? Это и есть в религии Аллаха? Нет. И это и есть заблуждение. Это и есть заблуждение. Ребята, вот эти 2 группы людей. Те, которые под гневом, и те, которые заблудились. Знаете, эти слова, они про знание. Эти слова, они про знание и про дела. У первых есть знание. Но они не поступают в соответствии с этими знаниями. У них есть знание, но это знание у них на языке, а в сердце его нет. И они ничего не делают согласно этим знаниям. А вторые люди, у них есть дела. У заблудших дела есть, они стараются, но без знаний. Нет у них знания. И поэтому, ребята, как итог, мы должны получать знания.
Кто-то может сказать, я тогда не буду получать знания, значит, с меня спадает ответственность. Нет, а вдруг ты забудешься? Знания надо получать. И надо выполнять то, что мы узнали. Надо выполнять то, что мы узнали. Надо изучать религию Аллаха Субханаху ва Тааля, исследовать этой религии, следовать приказам, предписаниям нашего Господа, следовать примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И дай Аллах, чтобы мы все были из тех, кого Аллах Субханаху ва Тааля наделил благами, из тех, которые идут по прямому пути, и не дай Аллах, чтобы мы были похожими на тех, которые находятся под гневом Аллаха и которые заблудились. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду алла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.